Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что для вас уже предрешено свыше. Загадайте, пожалуйста, на себя, на свою жизнь, на свою судьбу, и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе. Тут и повешенный, из кого-то вы шкуру сняли. Так, ну давайте пойдем по порядку. Хоть отсыпочка у нас общая, но раз вы на нее попали, значит здесь для вас будет важная и полезная информация. Давайте начнем с этого повешенного. Здесь вы, как повешенный, вот висите вверх ногами, ручками болтаете, себя найти не можете, либо выход из сложной ситуации найти не можете. И кажется вам, что вы в таком положении на века и останетесь. Видите, рядом с вами человек, который веревочку снимает с ваших ног. А здесь человек либо на помощь к вам поспеет, придет, либо благодаря этому человеку вы из застоя выйдете, из вот этого неправильного положения, вверх ногами выйдете. Человек идет слева в вашу жизнь. Не ждете вы этого человека, либо от какого-то конкретного человека вы не ждете помощи, но помощь вам будет оказана. Вижу, что этот человек вам как, не знаю, отец родной, либо мама родная, прям позаботится о вас. Вы знаете, ваша головная боль его, либо ее головной болью станет. Здесь участие, вмешательство и даже какое-то, вы знаете, материнское либо отеческое чувство, забота, да, вот позаботится о вас человек. Смотрите, как бы тяжело вам сейчас не приходилось, либо в какой бы безвыходной ситуации вы ни оказались, вижу, что будет послан вам человек, свыше будет послан человек, который вам поможет, который вас из этого положения неудобного вытащит, да, избавит от жизни вверх тормашками. Так что, мои хорошие, вот он ваш спаситель, либо спасительница. Посланник небес будет у вас, посланник. Насколько человек задержится в вашей жизни, я не могу сказать. Но вижу, что в руках у этого человека ножницы, а это сильный знак. Это знак того, что человек вашу жизнь полностью перекроит. Либо благодаря этому человеку жизнь ваша полностью поменяется. Дальше. Ракушка у вас большая, большая и острая. Какую-то тайну вам суждено узнать, тайна должна раскрыться. То, о чем не знаете и даже не догадываетесь. Смотрите, что бы вы ни узнали, отнеситесь к этому правильно. Извлеките из этой тайной информации максимальную пользу. Вот как вы этой информацией распорядитесь, вот настолько вы свою жизнь измените. Тайна точно раскроется. Уже прям совсем недолго ждать. Время пришло этой тайне раскрыться. Дальше. Якорь. Якорь, который неправильно лег на дно. Не за то вы зацепились, понимаете? Не за то цепляетесь. Может быть, вы о чем-то мечтаете, но мечта ваша неправильная. Либо никакой ни пользы, ни радости вам эта мечта не принесет. Либо кто-то из вас держится за мнимую стабильность. Да, на самом деле стабильности-то никакой и нет. Вы просто прозябаете, либо в какой-то болотистой местности оказались. Вижу, что вам придется якорь свой со дна поднять и заново его закинуть. У кого-то из вас так и отыграется. Развестись, либо замуж выйти. И еще также могут отыграться моменты переезда с одного места на другое. То есть переехать, чтобы жить на новом месте. Вот, так что с якорем еще вопрос будете решать. Но опять же, отсыпка общая и так может отыграться. Дальше, мои хорошие, для вас предрешено
как либо новую профессию освоить, либо новый вид деятельности, ну, либо какую-то новую работу получить. Что-то совершенно новое, с чем вы еще никогда не сталкивались, чем вы никогда не занимались. Возможно, да, вы это видели, возможно, да, вы об этом знаете, но так, чтобы пробовать, не пробовали. Может, даже какие-то новые профессии, которые вот в наше время, да, постоянно какие-то новые специальности образуются. Но опять же и свой бизнес может быть. Вижу, что вам суждено и постигнуть, и мастерства добиться, да, стать мастером своего дела. Это у вас впереди, но уже как недолго осталось вам, да, до этого момента. Вижу, что кого-то из вас на это новое толкнет безработица, а других отсутствие нормальных, приличных заработков. Да? Возможно, вы работаете, но вам, по сути, ничего не платят. Там, за хлеб и воду работаете, либо даже за спасибо кто-то работает. А кому-то даже и спасибо не говорят. Да? Человек просто вот рабски работает, ничего не получает. Новое у вас впереди. Здесь вы будете и учиться, и познавать, и развиваться в новом, и успехов своих будете добиваться. Кому-то идет прям совсем новая работа, а кому-то новый бизнес, либо просто бизнес. Да, может быть, вы никогда раньше своим делом не занимались. Так, вам тут еще сразу и совет, что ни за кем не повторяй, никого не наследуй и держись подальше от всякого рода помощников. То есть вам помощники будут не нужны. Если вам нужна там профессиональная консультация, вы идете к специально обученному человеку, профессиональную консультацию берете. А когда там всякие, особенно родственники, будут пытаться вам себя предложить в качестве соратника, сотрудника, напарника, да, отказывайтесь от этого, иначе дела не будет, либо дело будет достаточно трудоемким, да, тяжелым, неподъемным. Вот. И никого не наследуйте, ни на кого не смотрите. Ваш путь, он особенный, он индивидуальный, он только ваш. Понимаете, даже если вам придется учиться на своих ошибках, это лучше, чем наследовать чужое. Чужие ошибки, чужие шаги, чужие действия. Такая вот подсказочка вам идет. Дальше вижу, что с каким-то человеком вам нужно будет попрощаться. Причем с правой стороны. Но это кто-то близкий, родной, может быть даже, либо тот, с кем вы сроднились. У вас разные дороги с этим человеком, и вместе вам не по пути. Так в жизни иногда бывает. Жизнь иногда людей разводит по разным причинам. Причину я вам не скажу, вы все слишком разные, но вижу, что разойдетесь. Немножко болезненно это все для вас будет, но человека вы просто обязаны отпустить. Да? Отпустить и жить дальше. Так, еще предрешена для вас очень дорогостоящая покупка. То, о чем сейчас не думаете, на что у вас денег сейчас нет. Может быть, вы об этом когда-то мечтали, но не так, чтобы прям серьезно. Вижу, что покупка вам идет. Очень похоже на собственное жилье. Земельный участок, жилой дом, может быть, какая-то квартира, что-то прям совсем дорогое. Вижу, что вам по судьбе это купить. Вы это купите, обладать этим будете. А это будет именно ваше. Вот прям документ на ваше имя, право собственности получается, да, ваше. Прям очень дорогая покупка. Кстати, может быть, это еще и какой-то автомобиль дорогой. Но вот вижу, что вы об этом не думаете сейчас. Может быть, когда-то раньше мечтали и отказались, как вот несуществующее, невозможное. Но вижу, что именно это вы и получите, либо это будет вашим. Так, здесь у вас знак Стрельца. Здесь вы метко в цель попадете. Либо цели своей достигнете. Смотрите, вы все разные, у каждого своя цель в жизни. Да? Кто-то хочет замуж выйти, кто-то хочет быть счастливым, кто-то хочет быть богатым, кто-то хочет быть здоровым. Да? Вы все разные. Вижу, что слева будете стрелять направо. Вижу, что для вас достижение вашей цели будет просто шоком, да, что у вас это получилось. То ли вы не готовитесь, этим не живете, об этом не думаете. Вот как поступаете по велению судьбы и цели своей достигаете. Видите, четко метите и попадаете в цель. А здесь вижу, что вы с какой-то женщиной договоритесь.
Сейчас у вас отношения очень плохие, либо вообще отношений нет, да, вы друг друга избегаете. Но вижу, что вы с ней договоритесь, причем договоритесь полюбовно. И еще вижу, что эта женщина вам много подарков будет делать. Подарки от чистого сердца, ну вот таким образом она выражает свои чувства, свои эмоции, свою привязанность. Много разных подарков она вам будет делать. Вот, вы с ней дружить будете и очень многое вместе будете делать с этой женщиной. Сейчас отношений нет, либо отношения очень напряженные, вы друг друга избегаете. Но в будущем вы дружить будете. Дружить и прям все вместе. Все вместе, везде вместе. Так, а здесь нам четко показали, что вам выбор придется делать. Выбор сразу между двух людей. Смотрите, если вы женщина, то между двух мужчин будете выбирать. Если вы мужчина, то между двух женщин. Выбор очень сложный. Вам прям очень сложно он дастся, тяжело дастся. Даже с каким-то надрывом вы этот выбор сделаете. Смотрите, как выбираете между хорошим и таким же хорошим. Вот там как разницы особой нет. Но выбор придется вам сделать. Прям вижу, что даже мучиться будете этим выбором. Но выберите, выберите. И знаете, у многих так и отыграется, что сейчас рядом с вами вообще никого нет. А то сразу два и очень достойных человека. И от этого муки выбора. Смотрите, с этим выбором долго не затягивайте, иначе потом какие-то неприятные последствия могут быть. Выбирать нужно будет быстро, выбирать нужно будет сразу. Да. Выбирайте между хорошим и хорошим. То есть каких-то тут наводок нет. Просто нужно будет определиться. И ситуации как треугольника, да, получается, показаны. Еще вижу, что вы какого-то человека любить должны научить. Человек очень холодный. И человек, который вообще любви не знал, не знает. И пока вас не встретит, не узнает. Вижу, что вы любовь эту в дружбу превратите. То есть для вас этот человек будет другом, а вы для него любовью всей его жизни, либо ее жизни. Как-то так идет. Вместе вы не будете, разве что общаться будете как друзья, наверное. Но человека вы любить точно научите. Здесь у меня чья-то свадьба. Причем очень шикарная свадьба, давайте так скажем. Очень какой-то прям пышный праздник мне идет. Но свадебные колокола. Но кто зашел на мою отсыпку? Вам явно на свадьбе гулять, либо свадьбу отмечать, как проводить, да, быть женихом, либо невестой, либо кого-то выдавать замуж, женить. Тут, как и вы можете свадьбу сыграть, так и, например, выдать замуж, либо женить там сына, дочь. Очень шикарная свадьба, прям такой невероятный праздник. Я еще вижу, что вам суждено увидеть, как ваши враги, люди, которые причинили вам боль, страдания, обиду причинили, платят по счетам, да, вот несут наказание за то, что вам плохо сделали. Прям на ваших глазах что-то развернется, и вы прям увидите, довольны будете. Не то, что вы будете радоваться, нет, вы будете довольны, что все стало на свои места, что виновные наказания понесли. Дальше здесь вы чью-то шкурку в руках держите. Но это сильный знак, знак того, что вы либо под влиянием вас какой-то человек жизнь свою поменяет, причем поменяет радикально. Снять шкуру себя, либо свою шкуру поменять, это значит поменять свою жизнь целиком и полностью. Но поскольку показали вас, и вы в руках чью-то шкурку держите, значит, вы какого-то человека, не то чтобы заставите, а скорее повлияете так, что человек жизнь свою поменяет. С правой стороны. Да, благодаря вам чья-то жизнь поменяется. А может быть, вы даже какого-то человека спасете, от беды спасете, от преждевременной кончины спасете. Что-то вы такое сделаете. Что-то невероятно важное, нужное и полезное получается. Да? Но поменять человеку жизнь — это же тоже польза.
Здесь вот даже перекрестно показано. Здесь вам помогают, вас спасают, а в будущем вы кому-то поможете, кого-то спасете. Так, а в самом венце у вас окно в новую жизнь, полные мисочки, и здесь два человечка на ступеньке на одной стоят. Но это ваше будущее. Новая жизнь, жизнь вдвоем, полные мисочки в полном благополучии и в любви. Вот как ни крути. Кто бы ко мне не зашел на отсыпочку, но вот так и показали. Чистое светлое окно в новую жизнь, вы вдвоем, и любви у вас прям с горой, и также благополучие у вас с горой. Все у вас, мои хорошие, будет. Высшие силы вашу жизнь поменяют, и поменяют ее к лучшему. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.